Еще несколько лет назад квадрокоптеры были безобидной популярной игрушкой. Сейчас же это незаменимые помощники на линии боевого соприкосновения. Сегодня же на фронте беспилотные летательные аппараты — это доставка продуктов и воды на переднюю линию и разведка и грозное оружие. Камики, они же дроны «Камикадзе», одно из самых действенных орудий на специальной военной операции. Отправляясь в боевой полет, птичка несет с собой заряды, способные поразить цель, которая находится в нескольких километрах от оператора. Нанесение поражения по живой силе противника, по блиндажам противника, а также скрытой технике. Нарушаем логистику противника, подвозы и эвакуации. Тем самым обеспечиваем мы работу для наших штурмовых групп. Именно занимаемся мы прикрытием, работаем по пулеметным позициям, по огневым позициям, подавляем их. Благодаря этому штурмовики спокойно, существенно ниже встречают сопротивление. Также работаем совместно с разведывательными дронами, а именно по дронами Mavic. Mavic находит цель, мы вылетаем по этой цели. Цель может быть разной, от укрытий до техники, до живой силы, до скоплений. Парк дронов нуждается в постоянном обслуживании и обновлении. Вражеский рэп и стрелки не дремлют и стараются сбить наши дроны, но и российские стрелки уничтожают вражеские беспилотники. А если от подстреленной птички остались какие-то детали, они попадают в технический отдел, в лабораторию и служат донорами для наших аппаратов. Активно сбивают наши ребята крылья. Если остается, что-то, если оно не разрыв, скажем так, снаряд не взорвался, мы сначала вызываем саперов, они ее разминируют, и потом уже мы забираем ее себе и снимаем с нее какие-то детали. Которые, в основном это камера. Допустим, камера от Зала или Орлана, это больших, такого самолетного типа дронов, стоит порядка примерно 2 миллионов рублей камера, очень хорошая, качественная. Также вешаем на трофейные агрос-дроны, скажем так, которые могут поднять очень много, от 50 килограмм, от 100 килограмм. Запускаем их обратно. Лишь непосвященному в детали работы пилотов БПЛА кажется, что все легко и просто. На самом деле операторы сильно рискуют, так как пункты управления БПЛА — одна из приоритетных целей для врагов. Нередко операторы могут по несколько дней не покидать блиндажи, дабы не выдать свое местоположение и не стать целью для вражеских птиц. Николай Коровин, Александр Хавренко.